Парк Коломенское – это знаменитая резиденция российских царей, наследие ЮНЕСКО, сердце русской культуры и истории. Но раз в году сюда приходят тысячи людей не для того, чтобы полюбоваться на средневековые храмы, а для того, чтобы окунуться в водоворот якутского праздника Исэх. Ну что, посмотрим? Оройгар ол окутун уган берден, лебу окутун татам берден кордостак беп болон. Орой! Орой! Для всех якутян, для якутов и всех остальных, кто живет у нас в республике, пережить зиму – это главное событие в году. И когда заканчивается зима, конечно, наступает хорошее настроение и появляется еще больше энергии к жизни, к развитию. И поэтому для нас праздник Исэх уже испокон веку. Это несет у нас такой очень глубокий сакральный смысл. Традиционный Исэх стал центром встреч для якутян. Сотни наших земляков приходят в Коломенское, чтобы не только окунуться в атмосферу праздника, но и почувствовать частичку далекой родины. Это знаковое место для нас, якутян. И вот парк Коломенское – это как у нас кусочек родины, когда здесь все кругом зелено. И каждое лето здесь собираются все знакомые. Мы годами не встречаемся, а вот на Исэхе обязательно своих знакомых, друзей встречаем. Погода радует, все хорошо, много людей, земляков. Все прекрасно, все замечательно, атмосфера вообще душевная, комфортно, спокойно, как в Якутии как будто бы оказался, вот правда. Если не выходить за пределы парка, я в Якутии как себя чувствую. Каждый год на московский Исэх приходят десятки людей в одинаковых шарфах с надписью «Зырянка». Это члены Колымского землячества, которое объединяет больше 3000 человек по всему миру. И для них праздник изобилия тоже прекрасный повод встретиться. Несмотря на то, что мы находимся далеко от нашей малой родины, благодаря таким праздникам у нас есть возможность окунуться опять в нашу родную стихию, в нашу родину, вспомнить наши родные годы. И та ностальгия, которая нас постоянно мучает, гложет нас, есть возможность ее здесь хотя бы вырвать из себя и поучаствовать во всех этих мероприятиях. Этот комплекс из 3 Сергея появился здесь в 2007 году. И уже 12-й год подряд Москва официально празднует якутский Исэх. Каждый год его организуют разные районы. В этом году это Алданский район. И, конечно же, какой Исэх без традиционного хоровода? Алданский район является районом, в котором проживают коренные малочисленные народы нашей республики, в частности ивенки. Сегодня на открытии вы увидели их национальные костюмы, их культуру, увидели оленей. Ивенки и олени – это традиционно неразлучные понятия. В этом году Айсан Сергеевич Николаев, глава республики, определил годом единения народов республики Саха-Якутия. И вот символично, что этот праздник как раз собрал на поляне представителей всех народов, почти всех народов, ну всех, наверное, собрать невозможно. И вот это то многообразие красок, многообразие национальностей, которые проживают в дружной республике Саха-Якутия. Северным колоритом пропиталось все. Гостям праздника предлагали поучаствовать в мастер-классах по рукоделию из оленей кожи, услышать ивенкийские сказки, прикоснуться к мифам древнего народа. Это оберег. Мы обычно пользуемся всегда люлькам вешаем, чтобы дети, они крепко спят. Настоящим магнитом для гостей этого праздника стало это мини-стойбище. Действительно, такую экзотику в Москве встретишь нечасто. Живые олени на расстоянии вытянутой руки, их даже можно потрогать. Но здесь можно пообщаться не только с животными, можно и в ЧУМ зайти. Я их только-только увидел, но уже завораживают. Первый раз вижу и никогда не думал, что у них шерстяные рога. Вот каждый раз что-то новое на этом фестивале. Тем-то и хорош этот праздник, то, что самые разные культуры встречаются, и люди познают их, видят какие-то характерные их особенности. Очень интересно. Удивляли не только оленеводческими стойбищами. Например, в центре парка Коломенское появилась и якутская ураса.
Здесь можно познакомиться с культурой и традициями народа Саха, например, вживую, вблизи, посмотреть на берестяную посуду, взять в руки якутский чорон. Также тут представлена и национальная одежда, можно посмотреть на символику и вообще увидеть, как выглядит ураса изнутри. Наши земляки, которые живут в Москве, готовятся к Исеху начинают заранее, ведь важна каждая деталь. Мы собираемся, надеваем наши якутские наряды, готовим якутские блюда. У нас всегда есть национальная посуда, утварь какая-то. Заранее заказываем якутскую рыбу, мясо, делаем кумыс и встречаем наших друзей. Настроение в любую погоду у нас в этот день всегда самое солнечное, самое радостное, потому что лучше этого праздника у нас в году нет. На этот праздник я готовлюсь как все якутские женщины, я готовлю свои украшения, каждый год новое платье. И тем более в Москве хочется показать, что вот наши традиции, наши обычаи, они испокон веков передаются. И мы с большим уважением передаем это из поколения в поколение и гордимся. Исех в Москве – это большое событие не только для якутян, но и для жителей столицы. Многие из них с удовольствием из года в год приходят на праздник. Исех в Москве – это очень знаковое событие в культурной жизни нашей столицы. Конечно, каждый год все москвичи, они знают, что традиционный Исех будет в Коломенском, и уже заблаговременно узнают, какого числа, даже уже не спрашивают, в каком парке, все и так это прекрасно понимают, и с удовольствием приходят, чтобы здесь прекрасно провести время с семьей. Мне очень нравится. Просто праздник мечты. Я наслаждаюсь всем. И едой, и выступлением, и животными, и пением, и музыкой. Это просто восторг. Спасибо огромное. Замечательный праздник, на самом деле. Это всегда интересно смотреть на разные уголки нашей страны. И, не знаю, мне кажется, здесь очень круто. Я столько всего нового посмотрел. Там борьба интересная очень. Даже вот эти национальные песни все, это тоже очень здорово. Побольше таких праздников, на самом деле. Ну и, конечно, мы пойдем вон закупимся северной рыбы знаменитой. Кумыс мы попробовали, потому что я сама родилась в Казахстане и прожила там больше половину жизни. Поэтому кумыс я знаю, что такое. Вот как твои впечатления, Лиза? Очень кисло. Очень кисло. Ну вот, конечно, да, специфический вкус такой. Ну, попробовать кумыс настоящий, ну, я думаю, стоит того, чтобы здесь быть, и нам очень все нравится. Причем москвичи приходят на Исех не только на других посмотреть, но и себя показать. Мария Бахвалова уже 4-й год с нетерпением ждет праздника якутского изобилия, чтобы поучаствовать в конкурсе хомусистов. Ну, вообще варган мне нравится, он вдохновляет, и вообще считается таким мистическим инструментом, помогает входить в состояние транса и взаимодействовать с природой. Таким погружением в якутскую культуру прониклись не только россияне. На Исехе было много и иностранных гостей. У нас в Латвии есть похожий праздник летнего солнцестояния, который проходит в ночь с 23 по 24 июня. Праздник называется Лига. Такая же атмосфера, немножко вот что-то похожее, находишь немножко параллели и чувствуешь себя немножко якутом. Вот, да, вот сегодня я чувствую себя немножко якутом. Для меня, во-первых, самое зрелищное на Исехе — это спортивная часть. Вот Хапсахай просто шикарный. Вот сейчас пойдем смотреть перетягивание в палки. Вот там еще будут прыжки. Я тоже хочу посмотреть. Ну, классно здесь. По традиции в рамках Исеха состоялись всероссийские соревнования по масс-рестлингу. Представители 8 регионов страны устроили на помосте настоящее зрелище. Через год Исех снова вернется в Москву, в парк Коломенское, где тысячи людей возьмутся за руки и встанут в круг, славя солнце, лето, изобилие и друг друга. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Игорь Татарников, Москва.